Красивая, легкая, изящная балерина парит над землей. Когда люди видели этот танец, они непременно начинали думать о Боге. Действительно, есть что-то неземное в том, что человек может так танцевать. Все, кто когда-либо видел, как танцует на сцене Наталья Христофорова, запоминали это надолго. Наталья Иннокентьевна Христофорова – заслуженная артистка Якутской ССР и Российской Федерации, удостоенная в 21 год Государственной премии Республики имени Платона Аюнского. Сегодня работает в своем любимом театре, воспитывает своих учеников, молодых артистов якутского балета. Балерина Наталья Христофорова – явление особенное. Она представитель первой творческой династии в якутском балете. Ее отец Иннокентий Христофоров был первым профессиональным танцовщиком из народа Саха. Их особая судьба и творческая взаимосвязь отца и дочери оказали значительное влияние на историю якутского балета. Когда-то отец Натальи, первый якутский профессиональный танцовщик Иннокентий Дмитриевич Христофоров, написал в своих воспоминаниях: «История любит правду». И была в этих словах незримая драма и сожаление о несбывшемся. Имя Иннокентия Христофорова долгое время было незаслуженно забыто. Между тем, это знаковая личность в истории якутского театрального искусства. Уроженец села Баега Татинского улуса, 18-летним юношей он пришел в якутский театр. Хотел поступать он в какой-то техникум. Но товарищ ему сказал, что иди, значит, в балетную студию, в театр там паёк получше. Иннокентий Христофоров добился уникальных успехов. Он стал любимым учеником у своего педагога Ивана Алексеевича Каренина, за плечами которого была школа Большого театра и Ленинградская консерватория. Мало того, юноша из далекой Баеги поехал в колыбель русского классического балета в Петербург, в ту пору Ленинград. Проходил стажировку в Вагановском академическом хореографическом училище и в знаменитом Кировском академическом, исторически и ныне Мариинском театре. Это, наверное, как-то вот вело его к этому, потому что это все равно самородок, раз он оказался вот в этой среде, среди первых артистов балета. И, это, видимо, свыше дано, наверное. Он был именно для этого создан, я так думаю, талантливый человек. Он балета никогда не видел, но душа-то танцевала все равно. Во время войны и в послевоенные годы Иннокентий Христофоров был не только ведущим солистом Якутского музыкально-драматического театра, но и преподавал в классе хореографии музыкального театра студии, а позже стал главным балетмейстером театра и вошел в историю как первый исполнитель партии Харсханберген в первом якутском балете «Сир-Семяа» «Полевой цветок». Это было в 1947 году. Именно в театре познакомились будущие родители Натальи Христофоровой. Мама Тамара Александровна была из Бодайбо. Она участвовала в массовых сценах первого якутского балета. Конечно же, вы знаете, сама муза терпсихора привела Наталью Христофорову в балетное искусство, потому что, в общем-то, она родилась в год не только 25-летия автономии нашей республики, но и в год рождения первого классического национального балета «Полевой цветок» в 1947 году. А рождению этого балета очень много этому способствовал ее отец, первый балетный танцовщик, классический танцовщик Иннокентий Дмитриевич Христофоров. Родители Натальи расстались, когда она была совсем еще маленькой, поэтому детских воспоминаний об отце у нее не осталось. Самое грустное было в том, что балет в ту пору закрыли, и Иннокентий Христофоров остался неудел. И он был вынужден отказаться от своей мечты и уехать на родину, где всю жизнь проработал киномехаником. Он очень был скромным человеком, да, и я очень долго не знала, что он был именно одним из первых
ну вот это корифеев, да, балета, да, я когда выросла, и когда вот Наташу встретили, и только тогда я узнала, что он, оказывается, таким был большим человеком. И, конечно, когда он переехал в деревню, да, и он, конечно, вот в художественной самодеятельности очень много танцев ставил. И, конечно, мы потом уже стали подражать, так хотели танцевать. И, конечно, я хотела у него научиться, да, попросила один раз вот танец поставить. Ну, в основном всегда вот якутские танцы, и мне что-то хотелось на сцене потанцевать другой. Я его попросила фокстрот. И дома он мне показывает это движение. И это, он был очень легок, я даже вот удивилась, да, я была ребенком, и даже вот от гибкости его вот так я удивлялась. Когда закрыли студию, он тоже ходил в министерство, хлопотал, чтобы артистов не расформировали, да, он, в общем-то, переживал за их дальнейшую судьбу, это факт, есть такой. А когда я приезжала, я пыталась с ним разговаривать, вот, он уходил от разговора. Ну, что-то он мне рассказывал, да, вот это, то, что известно, но как-то уходил. Видимо, это слишком болезненная тема для него была. Вот. Наташа росла без отца, ее воспитывали мама с бабушкой. Свободное от школы время она занималась танцами во Дворце пионеров и ни о чем таком великом не помышляла. Но между тем, как будто звезды предписали ей исполнить мечту отца и твердо, сверху указывали ей путь. Хлеб артиста балета один из самых нелегких. За этим эфемерным миром скрывается непрерывный титанический труд, и начинается он в раннем детстве. В далекие 50-е годы в Якутск приехала комиссия Новосибирского хореографического училища для отбора талантливых детей. В их поле зрения Наташа Христофорова попала практически сразу. 7 отобранных строгой комиссией детей отправились учиться балету в город Новосибирск, ставший одним из культурных центров России и прославившийся своим духом академизма во всем. Мы приехали туда с опозданием, учебный год уже был. Я помню, очень долгий был перелет, тогда долго нужно было это из Якутска добираться до Новосибирска на самолете. Очень много было посадок, и мы измученные приехали туда. Нам было очень плохо. Я это очень хорошо помню. Вот. И первое впечатление было, мы приехали утром, был подъем, ребята все собирались уже на занятия. В первую очередь, когда мы улетали отсюда, это было октябрь месяц, начало октября из Якутска. Ну, Наташа, она самая с детства была такая серьезная, подтянутая, значит, красивая была, значит, девочка. И вот я его первый раз видел в аэропорту, и вначале так запомнил. И вот этот образ этой девочки серьезной, ответственной, она, значит, прошло через весь 8 лет учебы в Новосибирском хореографическом училище. Помимо Наташи Христофоровой, Гены Баишева и Ланы Савиной, дочери известного драматического артиста Виктора Савина, в Новосибирском хореографическом училище учились дети, которым суждено было стать прославленными артистами, деятелями якутского театрального искусства. Алексей Попов, Клавдия Федотова-Иванова. Позже к ним присоединились Наталья Посельская, Лира Габышева. Это будет потом, а пока их ждали учеба, занятия, упорный труд и огромная тоска по дому и родным. Конечно, тосковала. И очень. Мы с Ланой Савиной, это тоже вот подруга моя, мы попали вот в один набор. Мы с ней плакали под одеялом ночью вдвоем, рыдали. А Клавочка Федотова-Иванова нас успокаивала. Она уже как бы была опытная, она уже знала, как без родителей жить. Она сама из Мегино-Кангаласского улуса училась и жила в интернате в Якутске при музыкальной школе и училась на виолончели. Поэтому она как опытная, как старшая нас успокаивала. Конечно, мы
Потом мы, ну это недолго было, потому что мы как-то так сразу вошли в коллектив, к нам очень хорошо относились. На первых порах Наташе как будто все давалось легко. Сказывались очень хорошие природные данные и то, что она все-таки была подготовленной, занимаясь в балетной студии. Мне казалось, что я все знаю, потому что движения те же самые, что мы в кружке изучали, названия я их уже знала, вот, и занималась. Запросто, что я уже знаю много. Вот. А потом, когда уже начала заниматься, это было очень-очень трудно. Вот. Это очень кропотливо и очень медленно все. Не так, как, скажем, в кружке. Быстро все. Поэтапно, лицом к палке. Стоишь долго, в очень медленном темпе. Это трудно. Очень хорошо училась, она была примерная, и это всегда у нее хорошие оценки. Вот что хочу, там были тоже хорошие, это значит это ученицы, особенно, конечно, мы определяем по специальности. Вот. Она из лучших была ученица Алисы Васильевны, это педагога, и это в технической даже она преобладала уже некоторых, это сам, и образное было это сама у нее отношение тоже было. Она уже была к концу года учебы уже полностью подготовленная балерина. Ну, Наташа в училище училась очень хорошо. Она была в лучших рядах, как говорится. Вот. И, я уехала на 2 года раньше. Она закончила позже на 2 года. Но она заканчивала очень хорошо. Ей предложили остаться еще в Новосибирске, еще годик поучиться, там на стажировку. Но наши, значит, тут нам нужно кадры наши вернуть, и они приехали. Исторический период первого начального становления балетного искусства в республике, плюс та замечательная школа, академическая школа ленинградская, причем, полученная в Новосибирском хореографическом училище, потому что там преподавали все ленинградские педагоги и самые лучшие педагоги. Вот именно почерк Ленинградской академической школы впитала в годы учебы в училище Наталья Христофорова. И вот на этом сплаве, на этом единстве и, в общем-то, появилось это явление под именем балерина Наталья Христофорова. Для нас она всегда являлась кумиром, для меня она была всегда кумиром, потому что когда я поступила учиться в Новосибирское училище, Наталья Иннокентьевна училась в выпускном классе. И мы учились у одного педагога, Алисы Васильевны Никифоровой. И Наталья Иннокентьевна, она была как бы моим шефом. В Новосибирске Наташа впервые увидела настоящий академический балет и влюбилась в него. Обожала все спектакли в Новосибирском театре. С 1 класса детей занимали в балетных постановках. Наташа во все глаза впитывала то, что видела на сцене: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Баядерка», «Золушка». И однажды даже примерила на себя роль прима-балерины. В «Золушке» есть такая подмена, когда главная героиня превращается из принцессы обратно в Золушку. Было пробежаться по сцене, как бы со ступенек, там несколько ступенек, и убежать за кулисы. Вот, оставить туфельку. Некому было. Артистка то ли заболела, я не знаю, какая причина. И поставили меня. Быстро там одели, и вот я пробежалась. Да, оставила туфельку и убежала, да. Такой случай был однажды, вот. Оставленная Золушкина туфелька оказалась пророческой не только для самой Натальи, но и для всего якутского сценического искусства. Чуть позже этот спектакль в Якутске поставят специально на нее,
и «Золушка» на долгие годы останется в репертуаре театра. Путь, который проделывает артист балета с первых шагов училища до сценических вершин, очень долгий и тернистый. Немногие выдерживают до выпускных экзаменов. Неимоверные нагрузки, строгие профессиональные требования, зачастую психологическое напряжение. Через такое испытание прошла и Наташа Христофорова. Ну, был такой период, когда мне показалось, что мне уделяет педагог не так много внимания, как бы я сама хотела. И я стала, ну, чтобы обратила она, наверное, на меня внимание, я не старалась, ну, видимо, без интереса так это занималась. И педагог, заметив это, однажды пришла ко мне в интернат, и зашла Валентина Васильевна, и мы с ней поговорили. Обе плакали, она меня в учительскую позвала, мы с ней разговаривали, такой очень душевный разговор был, но после этого у меня как-то все вошло в свою колею. Годы учебы в Новосибирске остались позади. И теперь юные выпускники должны были стать основой только-только создаваемого якутского профессионального балета. И они ворвались в якутскую культурную сферу как свежий весенний ветер и стали настоящими кумирами своего поколения. Когда Наталья прилетела в Якутск, конечно же, картина разительно отличалась от того, что она видела в Новосибирске. Старое неприспособленное здание, крошечная сцена, малочисленная труппа, среди которых совсем было мало артистов с профессиональным балетным образованием. У нас в труппе была Евдокия Александровна Степанова. Вот. Она была ведущей, она была примой. Вот. И, конечно, мы на нее смотрели. Вот. Артисты-то были хорошие, они были очень выразительные, и они все так самозабвенно делали, что я очень их любила. Да, полюбила. И они хорошо нас приняли и очень хорошо относились, просто по-отечески, я бы так сказала. И вот уже в октябре своего выпускного года 19-летняя Наталья Христофорова прошла сценическое крещение в качестве солистки балета. Спектакль был знаменитый Чурумчуку. Она танцевала Нюргуяну в партии, которые до нее блистали Евдокия Степанова и Клавдия Иванова. Нюргуяна Натальи Христофоровой, по сути, она была совершенно другим образом. Явила якутскому зрителю Нюргуяну не только юную, не только, знаете, простосердечную, но и героиню, национальную героиню совершенно иного плана. В ней была такая хрупкость, в ней сочеталось такое искреннее существование, искреннее органичное существование на сцене вместе вот с почерком академической школы. Это очень важно. Репертуар, несмотря на все сложности, складывался интересный, можно сказать, очень смелый и местами даже бесстрашный. «Ромео и Джульетта», «Барышня и хулиган», «Вальпургиева ночь», «Голубой Дунай». Это состоялось, конечно же, во многом благодаря яркой творческой натуре легендарного якутского балетмейстера Алексея Попова, который, несмотря на молодость, поставил все эти сложные спектакли уверенной рукой состоявшегося мастера. И как написано в энциклопедии культуры и искусства Якутии, многие из этих спектаклей были поставлены Алексеем Поповым в расчете на индивидуальность балерины Натальи Христофоровой. Когда я приехала, у нас все хорошо ходили на балет, очень хорошо ходили. Мест даже не хватало. Мест не хватало. Вот. И у нас, вот я уже говорила про Евдокию Александровну, на нее ходили очень много. Вот. Как появлялось имя в афише, так зал был полный. Как идет балет Чурумчуку, уже в любом исполнении тоже балет полюбили. Популярность Натальи Христофоровой росла. Ее имя встало в один ряд с самыми именитыми мастерами якутского искусства. Ее охотно фотографировали, она становилась музой для художников, и даже однажды ее пригласили сняться в кино в одном из первых якутских художественных фильмов «Утро долгого дня» на Рижской киностудии, где она сыграла одну из центральных ролей. Я никогда такой стране не слыхала. Ты, наверное, очень скучаешь по ней? Тебе хочется вернуться домой?
Андрес еще вернется. Какая маленькая. И прохладная. У тебя голова горит. Ходили по пятам ходили и покоя не давали. Это я помню, потому что мы всегда возвращались после спектакля. Жили в одном районе с Натальей Иннокентьевной, и Алексей Андреевич тогда тоже жил в этом же районе, по Петра Алексеева. Мы почти всегда возвращались после спектакля вместе домой. Я была свидетелем, конечно, как из какого-то угла, и по пятам за ними, конечно, шли следом студенты, поклонники их таланта. Ну и, в общем-то, это было естественным, они к этому привыкли. В 70-е годы, помимо спектаклей, в якутском балете активно ставили концертные номера, которые пользовались очень большим успехом и запомнились своими яркими образами. Дуэт «Двое о солнце» был поставлен Алексеем Поповым по мотивам знаменитой картины известного графика Валериана Васильева «О солнце». В то время важно, что какое-то, знаете, было понимание, был общий сосуд взаимопроникновения разных искусств, понимаете? Вот сейчас это как-то не наблюдается, а раньше, вот, допустим, Наталью Христофорову, вот, под впечатлением ее искусства рисовал Афанасий Осипов, Валериан Васильев приходил в балетный зал и делал свои замечательные наброски, это его своей знаменитой графической линии, можно сказать, увековечил вот эту хрупкость фигуры балерины Натальи Христофоровой, да, вот, в балетном зале. А с номером «Девочка и олень. Друзья» Наталья Христофорова ездила участвовать во всесоюзном конкурсе артистов балета, а на конкурсе «Молодой балет России» в 1977 году была удостоена диплома. Вот мы танцевали у Алексея «Девочка и олень», и там очень много было поддержек, и его нужно было вовремя успевать это поднять или это сделать с ней поддержку. Чуточку это не успеешь, уже будет тяжело. И я вот это, особенно там это когда девочка олень, есть эта самая последняя поддержка, идет огромный бег по кругу, почти в конце, обои устали. И после этого идет этот подъем наверх. Еще это самое неудобное был костюм, он такой соскальзывающий. Я вот и под костюм нужно было успеть, чтобы вот за патронку и еще поднять, еще не шевелиться. Эта миниатюра входила в балет «Сияние севера», который Алексей поставил по графике наших художников. И вот у Мунхалова есть гравюра «Друзья», там девочка и олень. И он поставил этот номер. Музыку написал Владимир Бочаров. Он работал у нас дирижером.
Я помню, что я стояла в фойе зала Чайковского, ну, уже после, одетая, стояла в сторонке и ожидала там кого-то, не помню. Ко мне подошел Генрих Майоров, это известный балетмейстер, у него есть его постановки и в Большом театре, по-моему, Чаполина. Вот. Он подошел и поздравил меня, ну и комплименты сделал. Так что номер понравился, да. И вот теперь в Якутском театре балет подошел к определенному рубежу своего развития. Приняли решение поставить вершину классического балета «Жизель». И спектакль-то всем был интересен. Всем был интересен. Во-первых, трогательная история Жизели, да, красивый он спектакль. Тут показывают и романтический спектакль, тут показывают такую жизненную ситуацию, да, об обманутой любви, что это и сейчас такая история есть, да, вот со многими. Ну, то есть это каждый находил что-то близкое вот к своей истории и очень жалел Жизель, которая даже в той потусторонней жизни она оставалась, она любила этого человека, любила и спасла его ради любви. Я хочу вам сказать, что мы со школы, увидев этот балет, мы им заболевали. И каждая ученица мечтала, конечно, станцевать этот балет. «Лебединое озеро», и «Жизель» очень многие девочки, да все девочки, ученицы вот, хореографического училища, все мечтают, конечно. И мне повезло, я считаю, потому что, работая всего 2-й сезон в театре, мне доверили такую партию. Конечно, это было радостно, вот, и страшно, очень страшно. Жизель Натальи Христофоровой, она как бы, знаете, была в полутонах, она была как бы выписана ею в полутонах акварельных красок, понимаете? И эта вот тонкость, она вот настолько была, глубоко задевала вот сердца зрителей, и вот мы,
которые рядом с ней танцевали на сцене, что, вы знаете, вот это не стирается с годами абсолютно. И оно, знаете, наоборот, даже высвечивается ярче, глубже, как-то ценнее. И действительно, это как-то принято говорить создание, одно из лучших созданий мастеров якутской сцены, Жизель Натальи Христофоровой. Что бы она ни танцевала, она отдавала себя и полностью, и всегда она была очень кропотлива. Но она так работала бисерно, я бы сказала, потому что она руки, ножки, все там она. Ну и я как-то могу выучить, там что-то поймать, что-то, а вот у нее было, конечно, если пока это не сделает, она никогда не выходила. Ну, Жизель, она была вообще неотразимой. Это, можно сказать, что это лучший Жизель Якутии, да, потому что она актерски играла, и потом и технические возможности, во втором акте технические возможности, она все как-то все делала, да. Ну, она и тогда всегда была очень требовательна к себе и к своим партнерам. Сегодня Жизель танцуют ее ученицы Юлия Мярина, Екатерина Тайшина, Сардана Сайдукулова. Продолжают лепить, творить, развивать этот бессмертный образ, символ вечной любви и человеческого пожертвования. Я очень довольна. У нее очень хороший образ получился, это главное. Технически были небольшие погрешности, но они исправимы. Так что я очень довольна, я очень рада. Молодчиночка. Наталья Иннокентьевна – это вообще такой учитель с большой буквы, потому что она все выходные, всегда она приходит, всегда работает. Она прям вот даже, говорит, она не спит ночами, рассматривает, подбирает образы, каждому подходит индивидуально. Очень трепетная, очень терпеливая, требовательная. И мне очень нравится с ней работать. Я не представляю вообще уже. У меня все роли, будь то небольшие роли, будь то даже такие, как сегодняшний спектакль, все это благодаря ей. Она очень много вложила в меня. Жизель очень сложный спектакль тем, что он надо играть, очень, романтичностью показывать, драматургию показывать. Очень много пантомим здесь, чтобы людям это как-то доводилось, и чтобы они понимали, что происходит вообще на сцене. Это надо все тщательно, очень сильно поработать надо над этим. Наталья Иннокентьевна, конечно, сильна в этом плане. Но то, что Наталья Иннокентьевна у нас, она вот столько лет передает свой такой богатейший опыт. И я хочу сказать, что она как педагог, это просто уникальный педагог, потому что очень сложно работать с молодыми, в которых очень большое возрастное такое, да, знаете, расстояние. Но она умеет ко всем найти какой-то подход. И то, что она сегодня показала свою третью ученицу в этой прекрасной роли Жизель, я думаю, что это много говорит. И я желаю Наталье Иннокентьевне, чтобы дальше она работала так же, еще взрастала новых артистов и новых премьерш. И я боюсь, что просто сглазить, но я знаю, что Наталья Иннокентьевна всегда сделает очень хорошо. И я просто сегодня очень волнуюсь и радуюсь не только за свою дочь, но и за Наталью Иннокентьевну. Одно из переломных событий в жизни Натальи Иннокентьевны – ее встреча с отцом Иннокентием Дмитриевичем. Это случилось, когда она была уже взрослой и стала известной артисткой. Мне было 21 год, когда он приехал в город. Я узнала, что он лежит в больнице, я навестила его. Ну и с тех пор мы так вот как-то встречались. Ага. И потом уже с девочками мы роднимся. Ну, как, естественно, как сестры уже, да, как сестры, племянницы у меня и племянник есть. Общаемся, как родственники, как родные, близкие, да.
С этого момента она обрела свою настоящую семью. Наконец-то познакомилась со своими сестрами, которые сегодня всегда рядом с ней. Одна из сестер, Матрена Иннокентьевна Христофорова-Сидельникова, артистка Саха Академического драматического театра. Благодаря отцу и сестрам она обрела, казалось бы, утраченную незримую связь со своими корнями, землей своих предков, Баягой. В 1974 году приехала гастрольная группа, и с ними Наташа приехала, и, конечно, вот по-особенному встречали. Они же вот в далеком селе всегда они несли вот, духовные и культурные движения в селе, да. И мне было 9 лет, и вот такая большая группа приехала, и папа устроил прием. И у нас вот фотография сохранилась, да, и встречи. И когда на концерт мы пошли, я всем подружкам, друзьям хвасталась, вот Наталья Христофорова, это моя сестра. И гордилась я, и прямо гордость такая, да. И с того момента у нас очень хорошие дружеские отношения. И после окончания вот школы я приехала сюда поступать. И она мне помогла поступить в медицинское училище. И после окончания тоже меня оставили по распределению. Здесь оставили в городе. Я всегда жила у нее, хотя для меня предоставили общежитие. Она ни в какую. Будешь жить тут со мной. И я вот жила. И очень благодарна ей. Она очень светлый человек, очень добродушный, отзывчивый, у нее очень открытое сердце для нас всегда, поможет, поддержит. Вот она именно излучает это вот все. Светлая она. Вот первое слово сразу, ассоциация с ней, она светлый человек для меня. Отец гордился успехами своей дочери, но старался делать это по привычке скромно и тихо, без пафоса. Они понимали каждый с полслова, очень уважали друг друга, да и внешне, и характером очень были похожи. Отец и дочь Христофоровы, представители первой балетной династии Якутии. У меня есть сын, да, ему 38 лет. Слава Богу, он нынче женился, недавно женился. Вот. И у меня хорошая невестка очень, я люблю ее очень. Мама у меня. И вот у меня очень давно уже свободного времени как такового, как бы я хочу, не то что нет, но последние годы нет, я так хочу сказать, потому что я посвящаю его маме своей. Век артиста балета на сцене очень короткий. У каждого из них рано или поздно встает почти гамлетовский момент. Быть или не быть, и когда это лучше сделать. Для многих в театре уход Натальи Христофоровой из балета показался неожиданным. Я никому, правда, не сказала. Был последний спектакль как раз в Чурумчуку. Я начинала с Чурумчуку. Так получилось, не специально, да. Вот. И закрывали сезон тоже Чурумчуку, поэтому я ушла вот так, как бы. У меня была травма. Я упала, подскользнулась на репетиции. Поначалу-то, она, как бы работала, молодая была. Но потом с годами она сказалась, потому что, когда теряешь гибкость, пластика уже не та. Вот. И она все равно давала о себе знать, эта травма. У меня спина до сих пор болит. Вот. И идут изменения в фигуре. Это последствия травмы. Вот. И поэтому последние годы мне было работать очень тяжело. Но мне надо было 20 лет отработать. Это наш стаж. Вот. Мне было трудно, я скажу вам честно, очень тяжело мне было. Вот. Я часто была на больничном, я пропадала в поликлиниках. Точно, не год, ровно 20 лет отработала и сказала, все, я ухожу. Может, я не знаю, какие мотивы были, да, вот. Потом она в школе искусств работала и в конце концов душа не выдержала, видите, она вернулась обратно в свои родные пенаты. И сейчас она прекрасно работает педагогом.
Я не скажу, что для меня чисто он был морально тяжелым. Я уже была к этому готова. Что танцевать, когда уже трудно, нет смысла дальше. Вот. И пришла хорошая молодежь, сильная молодежь. Приехали девочки из Ленинграда, очень хорошие балерины. Вот. И просто танцевать, если бы я могла, я чувствовала в себе такие силы, может быть, я бы подольше поработала, но не было смысла. Просто не было смысла. Поэтому я ушла, могу сказать, легко. Вот. Уйдя из театра, Наталья Иннокентьевна Христофорова стала преподавать. Она работала в детской школе искусств и во Дворце детства. Учила детей, прививала им азы классического танца. То время она, конечно же, вспоминает с теплотой. Но мастер ее уровня все-таки должен был работать на профессиональной стезе. И вот, наконец, в 2001 году она вернулась в свои родные пенаты, в театр, в качестве педагога-репетитора. И все с тех пор как будто встало на свои места. Шла с опаской, боялась почему-то, потому что почти полностью коллектив поменялся. Уже не было почти тех артистов, с которыми я работала. Пришли совершенно наши выпускники. Вот мне немножко страшно было, конечно. Вот. Ну, работаю с удовольствием, конечно, с большой радостью иду на работу. Люблю эту работу, люблю всех, кто здесь есть. Просто обожаю. Когда приглашение пришло от Марии Васильевны, она согласилась, пришла. И я думаю, что она счастлива, что сейчас она работает здесь, потому что она всю себя отдает, все свое знание, всю себя отдает ребятам. И ребята вот меня очень-очень любят их. Переживает очень сильно, да. Через себя это все, через себя, когда она вот учит что-то, вот их репетирует, когда тоже, мне кажется, она все равно свой почерк какой-то оставляет, когда они репетируют именно какую-то, ну, роль. Потому что она же очень любит свою работу, она живет ею. Я вижу, в этом плане я даже ей немножко завидую, да, то, что она именно своим любимым делом занята. Очень терпеливая, потому что у меня, наверное, такой характер, что я могу и когда-нибудь остановится лень, или не захочется прийти, она всегда терпит, и благодарю ее за это. За терпение. Да, за терпение. Конечно же, трудно повторить своего педагога, да и не надо, наверное. Но то, что эта преемственность присутствует, осуществляется, это очень хорошо, это, я думаю, свидетельствует о как сказать, о здоровой атмосфере в труппе, о том, что это же всегда основа, фундамент, это всегда хорошо, это всегда основание чего-то нового. А новое не может рождаться в воздухе просто само по себе. Оно, конечно, должно иметь фундамент, основание. Поэтому я, можно сказать, спокойно за наш якутский балет. Сегодня Наталья Христофорова в отличной педагогической форме. Балет Якутии расцвел, крепнет, появляются новые имена, в репертуаре театра интереснейшие постановки, проходят фестивали самого высокого уровня.
приезжают настоящие звезды мирового балета. Якутская публика тоже взрослеет, зреет, становится искушенной, и самое главное, зрительный зал во время балетных спектаклей переполнен. Балет любят, на балет ходят, перед ним преклоняются. И это вселяет большую надежду, ведь прекрасное и высокое всегда порождают полет души к высокому и чистому, к небу и Богу. Я ее, когда первый раз увидела на сцене, для меня это было ощущение какой-то хрупкости. Какой-то такой хрупкости, которая, вы знаете, вот какая-то хрустальная хрупкость, которая вот ощущение было, что она невесомая, она такая вся прозрачная, она вся такая совершенно очень так. Я не помню, чтобы там какие-то гремели ее туфли, там что-то такое было. Всегда у нее было. И никогда не помню, чтобы она где-то там спотыкалась, что-то. Вот у нее был танец очень такой связанный. Человек, она очень добрый человек, ну как его, да, никогда, вот я не слышал, например, чтобы она повышала голос, так, очень спокойно, уравновешенная, умная женщина. Ну, подруга она у меня самая верная. Я единственная подруга у меня. К кому я могу обратиться в любое время. Ну, в основном-то мы с ней общаемся. И дома общаемся очень. Она бывает у нас, я у нее бываю. Она для меня капусту соет, я для нее морковку ращу. Ну, так вот мы с ней дружим. И наши родители знали друг друга очень хорошо. Ну, я рада, что у меня такая есть, вот верная подружка. Пускай она это все передает будущим поколениям, у ней есть что сказать, что передать, чему научить. Ну, тете Наташе я пожелаю неиссякаемой энергии, чтобы она также продолжала работать, ну, любимым делом заниматься. Она же творческая вся. И чтобы, ну, вдохновлялась, да, вдохновение получала, чтобы не грустила никогда. Как бы она знает, что мы всегда рядом, мы ей поможем. То же самое, что я знаю, что она всегда рядом и поможет любым советом. Ну, чтобы она оставалась такой же, какая она сейчас, такой же светлой, доброй и любимой, родной нашей тете Наташей. Человек с большой буквы, да, и очень, вот, общаясь с ней, вот тоже учишься, да, как относиться с людьми, как разговаривать, да, она прямо такая сдержанная, ну, все вот с умом, так, чтобы она всегда была рядом с нами, такая же веселая, жизнерадостная ее, что и окружали всегда вокруг нее все ее друзья. Ну, тоже же зависит, да, и вот всегда окружают, всегда очень хорошие люди, и они были здоровыми, чтобы ее тоже поддерживали духом и этим. Сейчас мне нравится своя работа, мне нравится наш коллектив. Все педагоги, мы стараемся, чтобы наши детки хорошо танцевали, они это чувствуют, они это знают. Вот. От жизни, чтобы мир на земле был. Все-таки трудное сейчас время, правда? Чтобы мы все хорошо жили, чтобы люди относились друг к другу по-человечески. Самое главное. Мы живем в человеческом обществе, и чтобы люди были добры и благосклонны друг к другу. Первая якутская Жизель. Первая Золушка на нашей балетной сцене. С тех пор изменился балет, изменился театр, изменилась до неузнаваемости наша жизнь. Но ее танец так и остался, как легкое воздушное создание, как красивый возвышенный образ. Одна из первых якутских балерин, дочь своего отца, труженик сцены, человек, бесконечно преданный балету. Наталья Иннокентьевна Христофорова.